Шум брата да кельгама ялгот. Здравствуйте, дорогие друзья! Двери школы мордовских языков открыты для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгрыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шум брат Лиза, шум брата да ялгот. Ребята, наше увлекательное путешествие в мир макшанских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн макшанского языка. Куйгрыш, а ты подготовил ребятам подсказку, чтобы они отгадали тему нашего урока? Конечно! Накануне я перечитал детские стихи в журнале Якстертяштине и хочу прочитать вам одно из них. А вы попробуйте понять, о чем оно. Сурать берегс, видясь сура. Сурась шура, кортась шура. Сурась тише, кортай терась. Кочксась, эстакасы сёрась. Ребята, я думаю, вы поняли, что тема стихотворения – это большая река Мордовии, на берегу которой распахнулось пшеничное поле, заросшее травой. А обратили ли вы внимание на то, что в стихотворении встречаются одинаковые слова для выражения разного значения? Какие-то слова, найдем их? Правильно, ребята, это слова «сура» – река Сура, «сура» – пшено, «шура» – имя, «шура» – редкий. И сегодня на уроке нам предстоит познакомиться со словами-близнецами или амонимами и научиться различать значения одинаковых макшанских слов. Итак, тема нашего занятия – «Балхни-кафтасни» – слова-близнецы. Ребята, макшанский язык необыкновенно богат и разнообразен. В нем есть слова, которые звучат одинаково, но имеют разные значения. Называются такие слова амонимами. Друзья, слова стихотворения «Сура» – река Сура и «Сура» – пшено являются словами-амонимами. Амонимы – это слова, которые произносятся и пишутся одинаково, но имеют разное лексическое значение. С ними вы не раз встречались на уроках русского языка и, конечно, в повседневной жизни. Сегодня на уроке мы вас познакомим со словами-амонимами на макшанском языке. Друзья, амонимы бывают полными. Слова одной и той же части речи, их смысл понятен только из контекста. Не полными, амофоны слышатся одинаково, но различным написанием. Амографы совпадают написание, но имеют разное ударение. Амоформы совпадают звучание, но части речи у них разные. Посмотрите на слайд, на нем представлены амонимы. Прочитаем их вместе. Урня – шила, урня – белка. Ки – дорога, ки – моль. Ялга – друг, ялга – пешком. Седь – мост, седь – уголь. Пяштиня – орех, пяштиня – лепешка. Ребята, слова, которые мы называли, разные по значению. Амонимы можно встретить в нашей обычной повседневной речи, в любом литературном произведении, в стихах, загадках. Но больше всего их в юмористических и сатирических жанрах, например, в эпиграммах и каламбурах. Они употребляются с целью достижения особых стилистических эффектов. Ребята, а сейчас для закрепления изученного материала Куйгрыш загадает нам загадки на макшанском языке, а мы попробуем их отгадать. Ребята, приготовьтесь, начинаю. Акшеня улац, тяльмашка пулац. Куйгрыш загадал нам небольшое животное с белым подбородком и пушистым хвостом, которое живет на дереве, в дупле, конечно же это белочка, по-макшански урня. Молодцы, ребята! Послушайте другую мою загадку. Ков пуланс марты нежиди, то се арай вареня. Куйгрыш загадал нам необычную иголку, толстую и кривую. Конечно же это шило, по-макшански также урня. Ребята, вы уже поняли, в первой и во второй загадках одинаковый ответ урня, а значение у этих слов разное. Молодцы, ребята, справились хорошо. Еще загадаю загадку. Кувал мацпевтама, келец крайфтама, сирец йовси аш. Куйгрыш загадал нам загадку про дорогу бесконечную и широкую, по-макшански ки. И, наконец, последняя моя загадка. Эрей ошень куца, пори ломатень щапт. Речь идет о насекомом, который живет в квартире и наносит вред человеку. Ребята догадались, кто это?
Конечно, это моль, по-макшански ки. Молодцы, друзья! Куйгарыш, и ты большая умница. Ты показал хорошее знание макшанского языка. Сегодня мы с вами убедились, как богат и разнообразен макшанский язык. Мне хотелось бы, чтобы вы умели пользоваться этим богатством в своей устной и письменной речи. Друзья, чтобы речь была выразительнее, богаче, точнее и ярче, чтобы избежать ненужных повторов слов, надо использовать амонимы. Амонимы помогают обогатить язык и сделать его более выразительным. Благодаря амонимам мы можем создавать игру слов, шутки, играть с многозначительностью, что делает нашу речь более креативной и интересной. Они позволяют использовать одно слово или выражение в разном контексте, что способствует разнообразию, коммуникации и улучшает наше владение языком. Ребята, как быстро пролетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране макшанских слов мы выяснили, что такое амонимы и еще, что наша речь богата красивыми словами. И чем больше мы их произносим, тем краше наша речь, тем интереснее общаться с другими людьми. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вася Тимазым, Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.